Усім прывітання, мы ў жывым эфіры еўрарадыё, пры мікрафоне Павел Свярдлоў. Глядзіце і слухайце нас у сацыяльных сетках Facebook, ВКонтакце, Аднакласнікі, а таксама праз наш канал на YouTube. Мы працягваем слухаць гісторыі людзей, якія падвергліся затрыманню і гвалту ў перыяд з 9 па 13 жніўня. Такіх у Беларусі блізу 7 тысяч удзельнікаў пратэстаў і выпадковых грамадзянаў. Тое, што былі затрыманыя выпадковыя грамадзяне, прызнае нават Міністэрства ўнутраных спраў. Сёння ў нашай студыі Антон, прывітанне. Здравствуйте. Вось тут я не пераблытаў. І мы паслухаем гісторыю Антона, які, калі пісаў мне, напісаў: я той самы хлопец, які пабываў на Акрэсціна. Той самы з шматлікай колькасці хлопцаў. Антон, ну для пачатку распавядзіце, як увогуле все гэта пачалося, як вас затрымалі і калі? И где? Да, я хочу подчеркнуть, что таких людей, как я, большое количество, и истории уже рассказано очень много. И меня радует вообще, что люди не боятся высказывать свое мнение и рассказывать свои истории, несмотря на всю агрессию, которая на них выливалась. Вот, это очень важно. Лично моя история началась еще даже 9 числа, 9 августа, когда с подругой решили, не вмешиваясь в митинги, прогуляться. Мы всегда гуляем в районе центра. Вот. И не вмешиваясь в массы, мы просто заметили такой факт, что один из многих фактов, что сотрудники ОМОН используют слезоточивый газ. Именно по этой причине мы решили с собой носить респираторы. Не на себе, а в рюкзаке на всякий случай, что, в общем-то, и сыграло потом плохую шутку. Это медычные, ну, такие медычные маски? Нет, это... Больше серьезная штука. Да, конечно, резиновый респиратор с фильтрами, потому что, ну, обычная марлевая повязка от слезоточивого газа ничем не поможет. Это нечто на кшталт противогаза было. Что? Ну, противогаз, да? То бок нечто такое. Ну да, ну только не полноценный противогаз, а просто на рот и нос защита такая резиновая с 2 фильтрами. Вот. И следующим числом, 10 числа, вечером мы решили снова прогуляться и увидели, что на Немиге все спокойно, куча оцеплений ОМОНа, и вдоль реки люди гуляют спокойно, решили там прогуляться. Вот. И вышли на одно из оцеплений ОМОНа между Дворцом спорта и Стеллой. Вот. И издалека увидели, что к ним подходят люди, их очень легко обыскивают и пропускают. Вот. То есть все спокойно и нормально. Ну, решили мы подойти. Вот. Ну, скажем так, еще не решили, стоит ли идти в сторону Стеллы или все-таки обратно идти как-то. Вот. И тут вежливо сотрудник ОМОНа говорит, что мы здесь делаем. Я говорю, ну, мы просто гуляем. Он говорит, ну, можно на всякий случай ваш рюкзак проверить. Я, ну, ничего в рюкзаке такого нет, там, ни стекла, ни ножей, ничего. Думаю, дай покажу. Вот. И он проверил и нашел вот этот вот как раз респиратор. Вот. И тут очень важный момент, который, в общем-то, почти ни в одной истории нигде не слышал, но понимаю, что со всеми с очень многими такая ситуация случалась, когда тот сотрудник ОМОНа, который что-либо нашел, за что можно зацепиться, он сразу дальше не разбирается, он передает следующему сотруднику ОМОНа. Вот. Тот уже проводит за ограждение, либо в толпу ОМОНа так, чтобы я не мог уже убежать. И передает третьему сотруднику, который уже даже не в курсе, за что меня задержали. То есть он не знал ничего ни про респиратор, ни, может, у меня там нож, может, граната, может, я оказывал сопротивление какое-то. Он этого не знал. Все, он начал уже применять ко мне... Бок вы для него, умоўна кажучы, ніхто, і ён просто стандартна выконвае нейкую працэдуру, прынятую ў гэтай сітуацыі. Именно. И працэдура ў гэтай сітуацыі, яна якая была? Жорсткая ці не? На тот мне момент показалось жесткое, да, то есть очень серьезно, но по сравнению с тем, что потом творилось на Акрэсціна, это было легкое. Вот, потому что, ну, была целая куча свидетелей, людей, девушка моя рядом стояла. Вот, и... А яе таксама ў гэты момант затрымалі? Забегая наперед, скажу, что нет, с ней ничего не было, ее отпустили, но я этого не знал вплоть до среды. То есть никто мне, естественно, не говорил, когда меня затолкали в автозак. Там были такие кабинки на одного человека, но нас там паковали там, по 4-5 человек.
И те, кто осмеливались задавать какие-то вопросы, не дай бог что требовать, э, их просто открывали двери и били дубинкой. И, ну, очень быстро все сообразили, что никаких вопросов задавать в принципе Бок не трэба нужно. моўчкі ехаць. Да. Вот. Куда нас везли, не объявили. Забрали вот рюкзак со всеми вещами, почти со всеми вещами. Некоторые вещи оставались у меня в карманах. Когда непосредственно так вот возили где-то по центру, как мне казалось, как нам казалось, через какое-то время привезли нас в какое-то здание, открылись ворота, мы слышали, остановился автозак, и ну, мы понимали, что либо в РУВД, либо еще где-то, то есть ну, мы не знали. Вот. И стали открываться двери, и нас начали выпускать. И я просто услышал, что люди выбегают, их начинают уже бить, кто-то начинает кричать. Открылась и наша дверь, мы как можно быстрее выбегали. Нам правил никаких не объяснили, то есть не рассказали, где мы находимся, как нужно бежать, что нужно делать. И все это через удары дубинками. То есть один удар — одно правило, второй удар — второе правило. Вот. То есть на этой стадии был избит, в общем-то, почти каждый. Вот. Куды сыпаліся гэтыя ўдары? В основном удары были по спине, по ягодицам. Бок чалавек бяжыць і И да, его бьют и говорят: наклонись вперед. Дальше бежишь, удар, там, руки за спину. Дальше бежишь, там, ну, хочется вообще посмотреть, куда привезли что. То есть малейший поворот в голову, могли ударить по голове. Точнее, не могли, а били по голове. Это мне повезло, что мне с самого начала ни по голове, ни по коленям не попало. А многих ребят попало. И почему это очень важно? Потому что, когда бьют по голове, просто человек перестает на какое-то время понимать, что от него хотят. И за это его еще сильнее избивают. Если попадают по коленям, человек просто не может быстро бежать, не может стоять на коленях, а очень часто наставили на колени около стенки. Дзе гэта вы вось у гэты момант былі? Ну, дзе вы вось Нас выгрузили в Окрестино. То бок адразу без заезда ў нейкі рус? Нет. Просто ничего. автозак да Так Окрестина. я даже и не знал, что я в Окрестино. То есть я просто увидел, что целая куча сотрудников ОМОНа, поднимать голову на них нельзя было, я просто по экипировке на ногах это определил. Они выстроились в цепь такую, и вдоль них бежал. Просто я бежал за впереди бегущим. Да. Если он упал, его начинали бить, я бежал дальше, нельзя было оглядываться, догонял дальше бегущего человека, если догонял не быстро, получал снова по спине. Вот. Нас выстроили вдоль стенки, опросили, если среди нас несовершеннолетние и корреспонденты. Вот. Недалеко от меня был какой-то, видимо, поляк, ему сразу отдали паспорт и куда-то увели. Вот. Ну и несовершеннолетний кто-то там поднялся, видимо, и тоже куда-то то ли выпустили, то ли перевезли в другое место, не знаю. Вот. А нас завели в коридор. В этом коридоре я понял, что очень много людей ходят, запах такой уже, и кровь везде. Страшно, конечно, стало. Што значыць кроў паўсюль? Ну, не то, чтобы Я просто реально не то, чтобы везде. Нідзе, акрамя кампутарных гульняў, не бачыў калідораў, у якіх паўсюль... Я немного перестарался, сказать, что везде. Я просто забежал и увидел, что на полу, кое-где на стене следы, красные следы, да, то есть я не проверял это, да, то есть надо было быстро бежать и все. Вот, случайно вот так вот заметил. Вот, нас там в коридоре выстроили снова на колени, били тоже, кого-то ударили, кого-то не ударили. Раздали пакетики, нужно было собрать все кольца, сережки, ремни, вот. То бок усе асабістыя рэчы? Да, то есть оставили при себе только вот одежду, в которой был. Вот. И то очень многие потом я видел, что в порванных одеждах, кто-то в тапочках вообще в домашних был. То есть... Скажите, а вось ваш пляцак, да, то бок той же самы вось рэспіратар, які быў у вас з сабой, гэта ўсё на той момант дзе было? Телефон дзе быў? Уже конфисковали на уровне погрузки в автозак. То бок гэта ўсё забирается у человека? Сразу, да. И кое-какие, что-то из карманов достали. У меня в карманах остался, получается, ключи от машины и, пожалуй, все. То есть там был браслет, кольцо, сережка, ремни, естественно, шнурки. Вот это вот я все сгрузил в пакетик.
записали фамилию мою, вот, и стали заводить нас всех в изолятор. То есть в коридоре заводили по там 20-30 человек и в изолятор, соответственно. Вот. В течение нескольких часов нас там накопилось предельное количество людей. Там помещение было метров 25-30 квадратных метров, полностью забитыми людьми, там от сотни до 120 людей находилось. Вот. Ну, у нас порядка сотни, мы так считали, было. Вот. Но это предельное количество людей. Почему? Потому что это бетонные стены, бетонный пол, нет никакого ни туалета, ни воды, ничего. Только вот открытой нету потолка, там просто решетка. И ну, в такой ситуации просто даже присесть было очень сложно. То есть все не могли сесть, то есть мы садились по очереди. Вот. Что с нами дальше произойдет, как это, вот, ничего не известно. Вот. И вот в первую ночь было страшно именно вот эти все звуки, избиения, время от времени нас выводили. Мы слышали, как с соседних изоляторов кто-то о чем-то просил, и их выводили, избивали. Увесь гэты час вы былі ў калідоры? Нет, нас уже завели в изолятор. То есть быстро нас в коридоре сняли с нас все вещи, запихнули вот эти все вещи по пакетикам, там что-то подписали. Ну, какие-то вещи, получается, под описью были, какие-то, которые изымались в автозаке, естественно, не под записью были. Вот. Единственное, что у меня была надежда, что там есть паспорт, и каким-то образом можно будет легко восстановить это. Ну, я понял, что очень многих людей задерживают. Там были просто сотни людей на тот момент, еще в понедельник вечером. Ну, мы дойдзем до гэтага моманту. Мне ўжо зараз цікава, што здарылася з гэтымі рэчамі, але ну, давайте просто по парадку відаць. Да. Ж таки, нас особо наши вещи не волновали. Нас на тот момент шокировало отношение сотрудников ОМОНа. Мы не оказывали никакого сопротивления. Единственный случай, когда кто-то там не слушался их, лишь только потому, что он не понимал, что от них хотят, потому что им так изрядно уже прилетело по голове. Вот. И помогать таким людям нельзя было, потому что начинаешь... Ну, передо мной парень побежал, им сказали нам в один момент налево. Он побежал просто, я не знаю почему, он побежал направо. Я его схватил за руку, чтобы... он в другую сторону. Он вроде как опомнился, но прилетело дубинками и ему, и мне за это. Ну, то есть... Я не ведаю, нейкая вайсковая акадэмія, дрэсіроўка нейкая, да? То бок, ну, я не ведаю, якія падабраць аналогіі, да, у этой ситуации. Да, нас вот именно это и пугало первую ночь, что к нам относятся как к военнопленным. И меня это удивляло отношение. То есть я спустя там 2-3 часа после того задержания в изоляторе мы понимали, что никаких протоколов никто у нас в ближайшее время не собирается составлять, никто отпускать не собирается. То есть тут эти нормы нам все нарушаются. У нас была просто одна цель — не быть сильно избитыми и не быть убитыми вообще. Потому что часто слышали, несколько раз за ночь слышали, как людей выводили и каких-то в коридор, так, чтобы мы слышали это. И избивали их очень сильно. То есть там такой принцип мы заметили, что если ты при первых ударах кричишь, то тебя дальше сильно избивает. Им это нравилось. Некий садызм такі. Да. Я разумею, что вы про это распавядаеце, все ж таки это ваши здагадкі, да, за дзвярэй. Побачыць гэта было немагчыма, але магчыма было пачуць. Только услышать, конечно. Это же творилось в коридоре, либо на придворовой территории. Это изолятор просто рядом был. Ну и открытый верх, поэтому все слышно было прекрасно. Вот. И их сильно избивали. И несколько раз вот один и тот же сценарий мы слышали, как человека бьют, он несколько ударов терпит, понимая, что нужно максимально терпеть, не кричать. Потом все-таки инстинктивно начинает кричать от боли. Его еще сильнее бьют. И добивали до такой степени, что он просто переставал уже кричать. То есть мы слышали, что все тише и тише крик. И после того, когда все смолкало, еще несколько ударов, и все на этом. Куда-то его потом утащили, естественно, мы не видели, не знали. И вот таких случаев было несколько. Несколько случаев я таких слышал. Все, кто были со мной в изоляторе, это слышали. Это серьезно деморализовало вообще всех нас. То есть мы поняли, что нужно держаться как можно тише, лишнего ничего не просить. Единственное, что мы время от времени просили воду, и если кому-то плохо становилось, врача. Вот. Хто былі тыя людзі, якія былі навокал вас у той момент? Конечно, мы начали со всеми общаться, разговаривать, все это со слов, но
Я сделал вывод о том, что подавляющее большинство, то есть 80%, наверное, людей были задержаны именно схожим образом, как и я. Потом к нам еще привезли человек 20. Мы узнали, что какие-то действия, митинги проходят уже на Пушкинской. Вот, именно оттуда привезли людей. Вот. Но сам факт того, что некоторые люди босиком, некоторые в тапочках, кто-то там в таких коротких шортиках вышел, а пару ребят вообще в трусах просто были. То есть как их брали, снимали с них одежду или что. Они говорили, что кто-то вышел просто куда-то погулять, кто-то вообще во дворе у себя в районе. Мне складана все ж таки прадставіць чалавека, які выйшаў пагуляць у майтках, у белізні, але сложно представить, но когда это видишь своими собственными глазами, когда в изолятор человек заходит в домашних тапочках, как он что, на митинг собрался в тапочках или что? Вот. Сябры, прыкладна 15 хвілінаў мы ў эфіры, мы размаўляем з Антонам Запатрыным, які пабываў на Акрэсціна. Якраз пра гэты досвед мы зараз Антона і распытваем. Сітуацыя ў тым, што асноўныя падзеі ўвечары 10-го адбыліся ў двух кропках. Гэта на Пушкінскай плошчы і гэта побач з універсамам Рыга. Антона затрымалі найхутчэй за гадзіну, а то і нават за дзве да гэтых самых падзеяў. Толькі ад людзей затрыманых і дастаўленых у изолятор пазней ён даведаўся, што ўвогуле былі нейкія дзеянні. Насамрэч 10-го былі бадай што самыя жорсткія сілавыя пратэсты і сілавыя разгоны, і быў у прыватнасці забіты, загінуў чалавек на Пушкінскай плошчы. Але ўсяго гэта Антон не ведаў, ва ўсім гэтым ён удзелу не прымаў, ён быў затрыманы нашмат раней на Нямізе, але лёс яго напаткаў прыкладна такі ж, як і, не памылюся, калі скажу, што тысячы іншых беларусаў. Што было далей? Прайшла ноч, прыйшла раніца. Ночь прошла, мы поняли, что нужно вести себя максимально тихо. Мы поняли, что смена ОМОНа изменилась. Те каратели, которые были ночью, они ушли. Пришла фактически охрана непосредственно самого Акрестина. Вот. Эти ребята тоже довольно жесткие, но в рамках каких-то, то есть, человеческих норм. То есть мы просились уже в туалет, 2 раза за день они нас выпускали в туалет. И, там было главное не нарушать правила, и тебя за это не били, не избивали, не ругались. Как-то психологически никак никто не воздействовал. Просто нужно было выполнять все то, что они приказывали делать. Правила, якіх вы, в прынцыпе, не ведалі. На тот момент мы уже знали. Неяк интуитивно, инстинктивно, да? Спустя уже ночью профилактических мер с ОМОНом мы уже все эти нюансы знали. И все прекрасно понимали, как нужно передвигаться на территории, где мы находимся, что нам нужно делать, что не нужно. Вот. То есть, ночью просто выходили и там хлопайте в ладоши. Хлопнули в ладоши, все, начинают нас всех бить. Говорили, что там нельзя кричать лозунги, приводили пример «Живе Беларусь», нельзя кричать. Рассказывали нам, что зря мы слушаем своих командиров каких-то. И, много всякой ерунды рассказывали, но у нас вопросов к ним не возникало, потому что нельзя было никакой вопрос задавать, даже поворачивать голову нельзя было. Как вы думаете, они шчыра верили в то, что сказали? Да. Абсолютно. Я в этом уверен и хочу даже подчеркнуть, это даже важнее, чем даже мой рассказ, потому что у рассказов этих много, и много чего можно услышать, и истории схожие. Но самое важное, что я лично сделал какой вывод о том, что ОМОН просто выполнял приказ. Им было поручено наше перевоспитание за счет, используя психологическое и физическое насилие. Слухайте, я пераб'ю, прабачце, але прыказы, загады, яны могуць быць розныя. Адна справа даручыць затрымаць нейкую групу людзей, а іншая справа это загад. А ну-ка, перавыхавайце іх як-небудзь, як вы ўмееце, да? Вы думаеце, што загад палягаў менавіта ў гэтым, не проста ажыццявіць нейкія затрыманні, спыніць беспарадкі, як это можна называць, пратэсты, беспарадкі, хто як называе, да? А менавіта аказаць уздзеянне, перавыхаваць, да? Націснуць, каб больш гэтыя затрыманыя людзі удзелу не прымалі ніякага.
Так? Да, я не то чтобы думаю так, я в этом уверен, потому что у них не было какой-то такой, у большинства из сотрудников, именно я говорю, рассказываю про ночь, про первую ночь и про вторую. У них не было какой-то такой ненависти в избиении, у большинства из них. Да, были среди них какие-то совсем отморозки, которые смеялись над нами, специально провоцировали нас, ну, спрашивали, кто хочет в туалет, и тех еще сильнее избивались до тех пор, пока не обмочатся. Когда бежали, они там смеялись над нами, пытались пародировать каким-то образом наши звуки, боли и то есть, ну, понятно, что это ненормальные люди, но в основном они просто выполняли приказ. Для них, для сотрудников ОМОН, для большинства, для них выполнить приказ и есть закон, каким бы он ни был. То есть завтра им скажут дарить цветы, обнимать всех, они будут это делать. Скажут там лезть под пули, они лягут под пули. Скажут избивать маленьких детей, они будут, не сомневаясь, избивать маленьких детей. Они просто выполняют приказы. А як вы думаеце, гэта добра ці дрэнна? З аднаго боку, ну вот моя пазіцыя, дзеля гэтага яны і патрэбныя, каб выконваць прыказы, але з іншага боку, По сути, да, должны быть такие структуры в любой стране, которые готовы выполнять любые приказы, но должен быть какой-то контроль их руководства, потому что, ну, кто из нас, откровенно говоря, контролирует руководство? Именно тех людей, которые дают эти команды. Никто. То есть мы не знаем, что завтра может приказать. У нас нет уверенности в том, что через минуту им выдадут приказ убивать всех, и они начнут это делать. И вот это самое страшное. И нужно именно воздействовать каким-то образом на их руководство. Только так можно изменить ситуацию отношения сотрудников ОМОН к гражданским. А призывать их не нарушать преступные приказы, то есть, наоборот, получается, не выполнять преступные приказы, это бесполезно, потому что для них это непонятно что-то. Для них есть закон, приказ это и есть закон для них. А нарушение приказа это нарушение закона. Все. Поэтому только воздействие на их руководство может изменить отношение ОМОНа к гражданским. як вы адчувалі там час у ізалятары? Ну то бок вось ці разумелі вы колькі вы часу уже там знаходзіцеся, у які момант дзень вы там правялі ці палову дня, час? Приблизительно, конечно, понимали, потому что все-таки под открытым небом находились, и мы, да и время от времени выводили на улицу для профилактики, так сказать. Конечно, мы понимали, когда наступает ночь, вечер, вот, но какое конкретное количество часов, то есть вот, который сейчас час, мы не знали, как и прочее другое. Просто мы слышали гудки машин, слышали какие-то взрывы недалеко от территории, мы понимали, что мы где-то в городе. И некоторые из нас сделали предположение, что именно мы на Крестина. Но нам никто из сотрудников, и даже среди охраны, потом днем ничего не объяснял, не давал никаких ни документов, ни комментариев, ничего. Вот. Единственное, что днем вот, да, давали воду, кинули на нас всех один раз кусок хлеба. Ну, заплесневело, правда, немного, но ну, опять же, нас было на тот момент человек 80, да, то есть на 80 человек один кусок, ну, то есть одна буханка хлеба — это вообще ничего. Вот. Многие просто сказали, что там, мы даже есть не будем, да им и не хватило. Вот. И все это время мы были фактически стоя. Мы надеялись, что нас вот-вот должны отпустить, потому что должны были быть еще задержания, и куда-то их нужно размещать в изоляторы. Мы думали, что мы, может быть, выпустимся, нас выпустят. То есть уже были согласны на любые наказания, на любые сроки, то есть лишь бы только вывели из этого изолятора. Вот, то есть сами камеры уже потом во вторую ночь, ночью нас перевели в камеры, стали переводить. Вот, там уже деревянные полы, отдельный там туалет, вода есть, какие-то кровати деревянные, но в нашем случае это было роскошь. Просто мы все повалились, кто мог забрался, конечно, на двухэтажные вот эти вот двухъярусные кровати. Кто-то так на полу просто упал. Вот. Но поспать долго не удалось, потому что приводили новых людей, именно слышали, как в коридоре их точно так же избивают, дикие крики, то есть, ну, все равно уснуть было очень сложно. И мне просто повезло тем, что в первый же выход из камер стали называть какие-то фамилии, и нужно было выходить. И я вот вышел, ну, назвали мою фамилию, я вышел,
И ну, сказали, их нужно отпустить через профилактику. Вот. Ну, я подумал, что да, нужно будет просто совсем согласиться, неважно, что они говорят. Но профилактика заключалась несколько в ином. З аднаго боку адпусціць, з іншага боку праз прафілактыку. Да, опять же, та же профилактика, то есть нам давали физические упражнения, сначала легкие, потом сложнее и сложнее, доводили до тех пор, пока любой из нас, ну, уже не будет возможности, не будет у него такой возможности это выполнить. И за это ложили лицом на землю и просто били. Вот. Если кто-то кричал, били сильнее, кто-то просто лежал изо всех сил, старался терпеть, тем слабее. Вот. Я это, в принципе, знал, и, ну, сколько били меня, столько терпел, да, то есть мне просто, опять же, говорю, повезло, что мне вот на тот момент, да, мне перепало и по ногам, и по локтям, вот, но, скажем так, по голове не перепало, поэтому я, в общем-то, сколько бы ни били, я понимал это, вот, но развидеть те случаи, когда на моих глазах избивали, десятками просто наносили удары, дубинки, просто за то, что они там не могут присесть, не могут сказать ничего. Это, конечно, дикость. Не говоря уже о тех случаях, 2 случаев, когда я действительно стал свидетелем того, как людей теряли сознание в изоляторе, и им просто своевременно не оказывали никакую помощь. И они просто теряли все признаки жизни. То есть уже не дышали, не было пульса. Вот. Потом их, конечно, вытаскивали, ну а что с ними произошло дальше, неизвестно. Што далей? Профілактыка скончылася. Да, нас когда еще вели на эту профилактику, нам нужно было очень быстро бежать, сказали, через весь двор, поэтому сказали распрямиться. И вот тогда я смог вообще более-менее осмотреть, где я нахожусь, что происходит в этом дворе. Вот. И, ну, то есть меня это шокировало очень сильно, потому что было большое количество сотрудников ОМОНа, сотни людей стояли вдоль стен в 2 слоя, ну, в 2 ряда, тоже на коленях, руками на стене. Вот. И, ну, второй ряд держался руками на спинах первого ряда. Много ребят просто валялись на газоне. Видел 2 парней, просто лежали, один на одном лежали, скинули их. Несколько машин скорой помощи, кто-то кого-то спасает, кто-то просто стоит. Видел какой-то автомобиль черный без решеток, то есть это был не автозак, гораздо меньше. Я не знаю, для какой цели, просто мне в голове стрельнуло, что это ну, то есть какая-то труповозка. Вот. Ну, опять же, разглядывать, тем более задавать какие-то вопросы не было А желания. як вы разумелі, што это менавіта супрацоўнікі АМАПу? Вось вы просто увесь час кажаце АМАП, але Я обуславливаю все это до того, что насколько они были экипированы. То есть они были экипированы как ОМОН. Нашивок и разглядывать, тем более как-то общаться с ними, ну, не было никакого желания абсолютно. Просто были экипированы во все черное, в защите, с дубинками, в шлемах, в масках, как вот тот самый ОМОН, который стоит на любых оцеплениях и на митингах. То бок яшчэ ўнутры ізалятара таксама было шмат Да, большое количество, их там под 100, наверное, было. Лишь только то, что я видел, экскурсию нам же не проводили там. То есть вот я видел, что целая куча ОМОНовцев, все просто... Они даже сами не перемещаются по территории, они всегда, у них такой принцип, они передают другим. То есть вот ты идешь, они там цепочку выстроят из ОМОНа, и ты вдоль них бежишь. А там уже кто-то из них там главный, он уже принимает людей, и там уже там какие-то воспитательные меры проводит, ну или там, что ему вздумается вообще. Вот. Ну и выпустили вас. Да, выпустили, напоследок сказали, что вещи наши мы пока вам не отдадим, 3-4 дня вы должны походить без них, в этом суть нашего наказания. И то, что если мы продолжим слушать наших командиров, мы попадем сюда 2-й раз и уже так легко не отделаемся. А вось казалі прадстаўнікі МУС, што вызваленні адбываюцца пад так званую падпіску аб неяўцы об неудзеле ў масавых мерапрыемствах. Ничего такого вы не подписывали? Лично я нет, но я ничему не удивляюсь, что вполне вероятно, что многим давали такую подписку, и это тоже довольно простой исход. Потому что... Як вы думаете, чему менавіта вас выпустили? Честно, не знаю. Может, просто повезло. Может быть, была какая-то
Там был такой нюанс, когда нас спрашивали утром, в одно из утр, вот с понедельника на вторник утро нас выводили на улицу, и был какой-то человек, криминалист или следователь, не знаю. Но он уже не был одет как ОМОНовец, он просто поднимал по очереди каждого и задавал вопросы. Вот. И спрашивал, кто я, где живу, кем работаю, что делаю. Вот. И я понял, что очень важно место задержания. И я видел, что он написал Пушкина. Ну, то есть видел Пушкина, записал от руки на бумаге. Вот, и спрашивал, где я работаю. Ну, тут я вот рассказал про то, что, в общем-то, занимаюсь фандомом «Властелин колец». И вот как-то, видимо, его это остановило или что, я не знаю. Просто я видел, что он зачеркнул Пушкина и написал Немига. Вот, что, в общем-то, и было правдой. То бок вы ему распавялі наконт Немігі? Он спросил, он говорит, на Пушкина задержали? Я говорю, нет, около Дворца спорта. Он все равно написал Пушкина. Потом, когда речь зашла о том, кем я работаю, он взял, исправил, написал Немига. Честно, не знаю, почему так произошло, и я лишь делаю предположение, что, может быть, из-за этого меня одного из первых и выпустили. Может, да, может, нет, я не знаю. То бок логіку гэтага зразумець даволі складана. Конечно, потому что ситуация, просто вот выдан был такой, насколько я понимаю, приказ, а как именно уже его исполнять, какими методами, ну, в смысле, там, кого-то через подписку, кого-то через суд, кого-то через сутки, кого-то сильно, кого-то слабо избивать, это уже было, скажем так, в компетенции местных руководителей, групп, как они там считали нужным, так они и делали. Ну, добра, вяртаемся да пытання, якое было ў сярэдзіне. Што далі было з рэчамі? Атрымалі вы іх назад? Я вось бачу, што у вас ёсць завушніца, да? Да, да. Быў гэты працэс. Да, вещи были. Поначалу было страшно за ними возвращаться. Куды трэба было ехаць? Обратно, конечно, на Крестина. Вот. Меня, когда я выходил в среду с утра, никакого лагеря там еще не было. Просто на скамейке кто-то там оставил какие-то куски хлеба, помидоры там были. Ну, мне главное было уже добраться до кого-нибудь из знакомых, чтобы просто, ну, как-то поспать хотя бы. Так, до речі, я так разумею, что вы вышли без ключа от машины. Да, без ничего не было. У меня даже шнурков не было. То Шнурки-то ладно. А наконт куды пайсці? Ключи от кватэры? Нет, нам при выпуске сказали, что через 3-4 дня придете, и вы их получите обратно. Где 3-4 дні гэтай правесці? Никто не говорил, и более того, сказали, что в этом и заключается суть нашего наказания. Справа ў тым, што сёння мне распавялі гісторыю про то, што валанцёры знайшлі недалёка ад Пушкінскай плошчы ў Мінску чалавека, які сказаў, што яго літаральна толькі што прывезлі з Жодзіна, з ізалятара, просто завезлі ў цэнтр Мінска, сказали выходзь, ён выйшаў, сеў на лавачку, яны з'ехалі як бы, да, і таксама без рэчаў, без нічога, а другой гадзіне ночы у прынцыпе гэта адбывалася, да. То бок, ну тут ізноў са словаў людзей, да, але гэта найхутчэй сапраўды такая агульнапрынятая практыка. Што рабіць гэтым людзям незразумела. Зараз там на Акрэсціна працуе сапраўды такі намётавае мястэчка, да, там ёсць і адвакаты і людзі, якія дапамагаюць напісаць заявы на вяртанне рэчаў і так далее, і так далее. Але тады гэтага не было. Што вы рабілі? Я просто пришел домой и поел и уснул. А до дома вы як трапілі ў выніку? Точнее, не до своего дома, до дома матери. Вот. Попал, вот. Потом у нее оказались запасные ключи от моей квартиры. Вот. Таким образом я попал в свою квартиру, приехали друзья поддержать меня, все. То есть я узнал информацию, что и с девушкой все в порядке, и, ну, то есть искали, не знали, где меня найти. Вот. Но Мама не ведала так само? Нет, ничего не знала. Она просто единственную информацию, которую сказали, что я в Жодино. Это было неправда, потому что, ну, меня не было в Жодино. Вот. Ну, в любом случае все понимали, что на самом деле никто ничего не знает. Ну, вот. Просто ждали, пока меня освободят или хоть какой-то там информации. Вот. Ну, вот, получается, я сам пришел. Вот. Антон, ці будзеце вы прадпрымаць нейкія дзеянні дзеля абскарджання всего этого, что отбылося? Да, хотел. Поначалу вот с вещами, да, скажу, что страшно было идти, потому что не подписывал я никаких ни протоколов и ничего. Непонятно было, что я могу зайти, мне скажут, вот подписывай протокол, дальше быстро суд, и тебя на сутки, а то еще и хуже.
Вот. Но когда я узнал, что собираются люди, собираются лагерь, что вот эти все чаты пошли, что там контролируют ситуацию, я осмелился, пошел, действительно было много людей, и действительно все выдавали обратно. Нужно было быстро находить, конечно, это все, но вот я все свои вещи нашел без проблем. Ну вот. А дальше, пообщавшись с адвокатом, там же просто вот на этом же месте в лагере, мне сказали, что да, нужно обжаловать. Я в первый же день, кстати, пошел, снял побои в поликлинике, но У сказали... вас есть некая Да, доверка? есть бумажка, но сказали, что для того, чтобы возбудить уголовное дело на этот счет, этой бумажки недостаточно, нужно обращаться в Следственный комитет, и они дают направление на судмедэкспертизу. Вот. И вот последние сведения, которые я узнавал среди тех, кто так сделал, в Следственном комитете просто пока задерживают направление на судмедэкспертизу. Пакуль не пройдуць Да, усе время сінякі? идет, синяки, конечно, синяки не пройдут. Большое количество людей находится сейчас в больницах, большое количество пропавших без вести. В любом случае с моими синяками, то есть то, что я делался, это, скажем так, это ничего по сравнению с тем, что действительно творилось, то, что я слышал, то, что я видел. Вот, поэтому этих вещей будет более чем достаточно, сколько бы там они ни держали бы направление судмедэкспертизы, все равно это все наступит. Сябры, нам насамрэч час завяршаць наш эфір. Апошняе, што скажу я. Учора я меў размову з адвакатам, які тлумачыў, што можна зрабіць у такой сітуацыі. У крымінальным кодексе ёсць артыкул 128. Злачынствы супраць бяспекі чалавецтва, у прыватнасці, дэпартацыя, незаконнае утрыманне у заключэнні, пыткі ці акты жорсткасці, якія ўжываюцца ў сувязі з палітычнымі перакананнямі грамадзянскага насельніцтва. Вось той артыкул, на ўжыванне якога трэба настайваць, калі вы адчуваеце сябе ахвярай таго, што адбылося ў Мінску і ў іншых гарадах Беларусі на мінулым тыдні. Што трэба рабіць? Трэба ці ў пракуратуру, ці ў следчы камітэт напісаць заяву пра тое, што з вамі адбылося. Больш за тое, адвакат сказаў, што гэтую заяву можна напісаць спакойна дома. Вось Антон, ён казаў пра псіхалагічную траўму, звязаную з тым, каб вярнуцца назад да ізалятара. Да? Шмат дзе ізалятары знаходзяцца ў тым жа будынку, што і РУС. Шмат дзе РУС знаходзяцца ў тым жа будынку, я кажу пра невялікія гарады, у тым жа будынку, што і следчы камітэт. І чалавеку сапраўды трэба вярнуцца туды, а гэта псіхалагічна цяжка. Так вось можна не вяртацца, можна напісаць заяву, адправіць па пошце з паведамленнем аб уручэнні, і тады следчы, ён сам прызначыць дату спаткання, вас выключуць на пэўны час павесткай для апытання. Туды можна прыйсці з адвакатам не таму, што вы збіраецеся качаць нейкія правы, а проста таму, што побач з вамі будзе чалавек, які абараняе вашы правы, які можа параіць нешта. Карацей, можна гэта рабіць. Канешне, ні я, ніхто іншы не можа гарантаваць поспеху такіх дзеянняў і такіх заяваў. Але у чалавека мусіць быць годнасць, і ён мусіць за свае правы, як мне здаецца, бароцца. Хаця што тут чаго вартае маё меркаванне, я там на Акрэсціна не пабываў гэтымі днямі, мне пашанцавала. Апошняе пытанне да вас, Антон. Ну, якія высновы ваши, вось для вашага жыцця, для сябе, что вы за высновы зрабілі? Я сделал большой вывод о том, что именно из себя представляют сотрудники ОМОНа. Я об этом уже рассказал, что это всего лишь те люди, если их можно назвать вообще людьми, которые просто выполняют приказы. Вот. Договориться с ним ни о чем нельзя, это бесполезно. Если такая ситуация в стране находится, и вы боитесь, лучше с ними не разговаривать, лучше уходить, убегать, больше шансов на какой-то положительный исход. Нужно работать с их руководством. Вот. Что на данный момент нужно делать? Нужно просто осознать этим руководством и любой власти сейчас о том, что
Пора останавливать это. Это все равно все не остановится просто так. Никто не забудет этого всего. Нужно просто сейчас хотя бы постепенно идти навстречу друг другу. И в частности, вот с этими всеми задержаниями нужно хотя бы сейчас разрулить дело с пропавшими без вести. Очень многих не допускают ни в больнице, ни в морге. Родители сами ездят. Им нужно просто взять и помочь. Многие волонтеры помогают, конечно, делают все это, но у них нет компетенции допустить в морге, к примеру, как-то узнать. То есть очень много неопознанных в морге лежат, если родители никто не допускает их потом как без вести, ну, неопределенных людей захоронят, и даже родители не будут, и родственники не будут знать, где их ну, родственники и дети похоронены. Вот это вот страшно. Вот на данный момент просто давайте закончим это все дело с задержаниями. Ну, спадзяюся, што ўсё ж таки так не будзе і што з часам будзе высветлена гісторыя кожнага затрымання і кожнага пратэстоўцы, які ўдзельнічаў, які не ўдзельнічаў, але быў затрыманы, які знік у гэтыя страшныя для Беларусі дні з 10 па 13 з 9 па 13 жніўня. Мы з вами слухалі гісторыю Антона Запатрына, які правёў некалькі дзён на Акрэсціна. Дзякую вам, Антон. Я не ведаю, гэта расповеда, можа, это як тэрапія нейкая, да? Я спадзяюся, што выказацца і, можа, стала крыху лягчэй. Ну, не. Уже привык к этому. Всё-таки не. За неделю я уже привык к этому, так что ну, уже все нормально. Сябры, гэта быў жывы эфір Еўрарадыё. Калі вы глядзіце яго у Ютубе, падпішыцеся на наш YouTube канал, у Фейсбуке, на старонку ў Фейсбуку. Нават калі вы ў аднакласніках раптам глядзіце гэты эфір, калі ласка, таксама там можна падпісацца на нашу старонку. Павел Свердлоў працаваў пры мікрафоне. Пачуемся ў эфіры Еўрарадыё.